С добрым утром начат день. Первым делом гоним лен. На уроке не зевать, а работать и читать. У нас в Казахске есть обычай шашу. С этой коробки берите, ребята, конфеты и разделим по группы. У кого? Ну-ка, шашу берем. Хватайте. Хорошо. Теперь у кого зеленый, садитесь под группу Камамбая. У кого красный, группа Алдар Хусе. Сегодня же у нас в гостях Алдар Хусе. Это персонаж нашей казахской сказки-герой. Да? Сегодня наша тема урока Алдар Хусе – народный герой. Мы сегодня узнаем про Алдар Хусе. Перепишите загадку. Теперь, ребята, смотрим. Это у нас кто? Алдар Хусе, да? Хорошо. Дальше идем. Допишите словосочетание прилагательные плюс существительные. Так, у нас первое слово было шуба. Шуба отвечает на какой вопрос? Айжере? Что? Шуба. Шуба. Ключевые моменты коротким текстом. Вспомнишь особенности жанра загадка. Будешь учиться согласовать прилагательные и существительные. В шубе чудесный я был и жадного бая перехватил. Кто это? Это Алдар Хусе. Перепишите загадку. Теперь, ребята, смотрим. Это у нас кто? Алдар Хусе, да? Хорошо. Дальше идем. Допишите словосочетание прилагательные плюс существительные. Так, у нас первое слово было шуба. Шуба отвечает на какой вопрос? Айжере? Что? Шуба. Шуба. Иди, напиши на доске. Отвечает на вопрос что, да? Давай проверяем. Что? Это слово что? Существительное. Существительный. Ага. Надень на кенгуренка. Хорошо. Садись. Дальше. Да, иди напиши. Пусть на кенгуренка одет, пусть он одевается, да? Пусть как кушает все эти слова. Теперь бай. Бай. Маржан. Кто? Смотри, бай. Кто? Кто? Это что у нас? Отвечает на вопросы кто? Это имя? Имя существительное. Существительный. Иди, дай кенгуренка это слово. Дальше идем. Так. Бай отвечает на вопрос кто, да? Кто? Дальше. Бай какой? Вот такой. Бай жадный. Ребята, Алдар Хусе и жадный бай принес вам отрывки из сказок. Вспомни сказки о Алдаре. Давай читай. Алдар Хусе дождался, когда хозяева крепко заснули, потихоньку стал подкраться к котлу, вырвал мясо из тел. Насевающий он изрезал на кусочку кожаные сапоги хозяйской дочки и кинул их в котел. Котел. Хорошо, садись. Так. Второй отрывок из сказки у кого? Однажды в аул, где же Алдар Хусе, приехал незнакомый. Теперь третья сказка. Отрывок у кого? Притянулись батраки, да ничего не сказали. Ладно, и так, конит надежды на мясо. И мясный отвар неплохая еда, а Алдар Хусе уже хлопочет в стороне. Горит костер, тлеет чугунный казан, варится баранья туша. Баранья туша, да? Теперь, все слышали, ребята, про сказки про Алдар Хусе, да? Из отрывок. Дождался, когда хозяева... Это какой сказка? Как называется? Мульдер? Жадный бай и Алдар Хусе. Хорошо. Теперь дальше, ребята. У нас... Ребята, используя упражнение 2, составим синквей, стихотворение из 5 строчек про Алдар Хусе. Смотрим. Первое слово. Покажи всем ребятам, что ты делал. Нарисовал? Рассказ. Амантик
Обманувший бай, да? Угу. Кто обманул? Алдаркусе обманул Жаман? Жаманбая. Угу, правильно, молодец. Угу, молодец, умник. Вот тебе смайлик. Хорошо, садись. Алдар Кусе добрый. А ну-ка, Нурасыл, ты перепиши на эту строчку. Пиши. Какое слово ты пишешь? Алдаркусе добрый. Молодец, пиши. Алдар Кусе добрый. Угу. Ребята, сейчас я по группам дам вам бумажку. Оно называется у нас «Колесо чудес». Как? Вы нам будете писать, как наш Алдар, какой наш Алдар. Так, Жаманбай. Все подходим сюда, чуть пишем. Так, Алдар Кусе. Приходите сюда, все сели. Ближе, ближе. Ближе, приятно. Работаем все, быстро, быстро пишем. Вспомни сказки о Алдар Кусе. Читай, Винова, читай. Алдаркусе дождался, когда хозяева крепко заснули, потихоньку стал подкрался к котлу, врубал мясо из тел. Насевающий он изрезал на кусочку кожаные сапоги хозяйской дочки и тянул их в котел. Котел. Хорошо, садись. Так. Второй отрывок из сказки. У кого? Однажды в аул, где жил Алдаркусе, приехал незнакомый человек. Скоро он со всеми подружился, всем он был неплох, и только одно не нравилось Алдаркусе в новом друге его необычной Скупность, да? Хорошо, садись. Теперь третья сказка. Отрывок у кого? Притянулись батраки, да ничего не сказали. Ладно, и так, конит надежды на мясо. И мясный отвар неплохая еда, а Алдаркусе уже хлопочет в стороне. Горит костер, тлеет чугунная казань, варится баранья туша. Баранья туша, да? Теперь, все слышали, ребята, про сказки про Алдар-Кусе, да? Из отрывок сказок, да? Теперь, смотрите в доску, ребята, в доске. Вспомни сказки об Алдар-Кусе, который, кто читал? Алдар-Кусе дождался, когда хозяева... Это какой сказка? Как называется эта сказка? Ребята, Мульдер? Жадный бай и Алдаркусе. Жадный бай и Алдар-Кусе. Угу. Дальше. Ай второй. Угу. Айзле. Алдаркусе Так. его скупай друг. Алдаркусе и его скупай друг. Друг, да? А третий? Нет? Айзлес. Как Алдаркусе накормил батраков. Ага. Как называется эта сказка? Ребята, первое слово у нас, смотрите, первая строчка это Алдар. Первая строчка у нас Алдар-Кусе. Так, вот у нас первая строчка Алдар-Кусе. А второе бывает два прилагательных, да, ребята? Так, два прилагательных. Третья строчка это три глагола. Четвертый предложение. Предложение должно быть из 3 или из 4 слов. И самое последнее одно слово о Алдар-Кусе. Одно слово. Так, берите ручки и пишите. Первое слово это у нас Алдар-Кусе. Так, пишем. Все пишем. Так, вам дается 2 минуты. Так, Нурасыл, у тебя в тетради написала я. Алдар-Кусе добрый. А ну-ка. Какое слово ты пишешь? Алдаркусе
Кусе добрый. Молодец. Ребята, смотрите на экран. Сейчас вы будете слушать сказку «Алдар Кусе и жадный бай». Потом внимательно слушайте и будете пересказывать. Казахская народная сказка «Жадный бай и Алдар Косе». Жил на свете Шигай-бай, прозванный за необыкновенную жадность Шик-Бермесом. Во всей степи не было человека скупее его. Много было у него баранов, быков и лошадей, но жадность богача не знала пределов. Священный закон гостеприимства для бая не существовал. Вход в юрту Шигай-бая был закрыт для проезжих. За всю свою жизнь он никому не дал куска. «Ну, меня бы он накормил», — уверенно сказал Алдар Косе. «Не думаю», — ответил известный острослов Жеремше. Они поспорили и уговорились. Если Алдар Косе ухитрится поесть у Шигай-бая, то Жеремше отдаст Алдару Косе все, что тот потребует. Заправив полы халата за пояс, Алдар Косе сел на коня и отправился в путь. К вечеру он доехал до аула Шигай-бая. Осторожно добравшись до юрты богача, Алдар Косе увидел... Однажды день Алдар Кусе приходил дома к Бае. Бай сделал длинный колбасу. Молодец. Все. Айзерем? Алдар Кусе всегда защищает бедных и Бедных? честных Честных людей. людей. Хорошо, садись. Айжулдас? Алдар Кусе Ребята, что узнали мы сегодня? Что мы проходили? Что мы говорили? Смотрим. Сейчас мы будем играть «Прием ромашка Блума». Вот, по телевизору вы видите «Поле чудес», да? Теперь подходим два ученика. Из этого из Жаманбая одна и Алдар Кусе. Анка, двое, да? Так, крути барабан, Инова. Читай вопрос. каким ты его представляешь? Угу. Каким ты его представляешь, Алдар Кусе? Я представляю, что Алдар Кусе это хитрый, но добрый. Ну, добрый, да? Хорошо. Садись. Так. Угу. Ажудас, крути барабан. Угу. Кого называют безбородым? Крути барабан. Сюрприз. На, держи. И конфету, шоколадку держи. Вот. Угу. Хорошо, садись. Ребята, закончили колесо чудес, да? Теперь выйти к доске. Какая подгруппа выйдет? Давай, Жаманбай, выходим к доске. Угу. Теперь Алдар Кусе группа. Теперь идем, Айжулдас. Айзер, Инора, проверяй. Все написали? Все написали? Смотри. Алдар Кусе герой на охоте с Угу. Читай, быстро, быстро. Так, хорошо. Теперь Алдар Кусе. Жаманбая, оцените. Как они написали? А? Молодцы! Молодцы, все правильно. А Алдар Кусе вы, Жаманбай, как? Как оцените вы их? Поднимите, поднимите, говорите. Молодцы, да? Хорошо, молодцы, спасибо. Балалар, бүгін барлықтарыңыздар сабаққа жақсы қатыстыңдар. Енді өздеріңіздің қандай рефлексияны аласыңдар, қараңдар. Кел, біртіндеп келіп, өз ойларыңызды айта қойыңыздар. Я доволен своей работой на уроке. На уроке. Вот. Вот, спасибо, говори. Теперь дальше, дальше, быстро, быстро. Угу. Виноват. Очень нравится урок. Угу. Алдар Кусе дает тебе конфетку.
работы на уроке. Ребята, мы сегодня узнали об Алдар-Кусе много, да? Что мы сделали, ребята? Читали, писали, да? Игры играли, да? Хорошо. Теперь дальше. Наше какое заключение? И давай, Алдар Кусе – это добрый и очень интересный персонаж. Хорошо. И наш. Добро и зло живут в жизни рядом, но добро всегда побеждает.